Итак, 13 октября по новому стилю в нашей церкви отмечается День памяти святителя Григория, просветителя армян. Этот святой, как ни странно, упоминается в службе всем русским святым, потому что Армения в одно время входила в состав Российской империи, а после и Советского Союза. Этот святой просветил диких тогда язычников армян, населявших Кавказ, в том числе ту местность, где остановился когда-то ковчег Ноя на горе Арарат. И надо сказать, что в 303 году по Рождестве Христовом Армения первой ввела христианство как государственную религию, вперед даже Византийской империи. То есть тем самым как бы показало, что сердца армян, многих армян, они были склонны к христианству. И вот святитель Григорий был их просветителем. Конечно, жизнь его и проповедь его на этой земле была не совсем благополучный, потому что его и пытались убить, его бросали в яму с известью для того, чтобы он там погиб. Но в итоге, конечно, Господь своими путями избавил его от этих напастей, и проповедь его все-таки стала успешной. Надо сказать, что христианство в том виде, в котором мы его исповедуем, не надолго задержалось на земле армянской, потому что уже в середине V века армяне уклонились от единства веры с нами и, к сожалению, увлеклись монофизитством. То есть произошло это не совсем потому, что они были против вероучения Никео-Цареградского и Халкидонского Ороса, а просто потому, что они вовремя не смогли приехать на Четвертый Вселенский собор и не смогли в нем участвовать. Но этому были объективные причины, потому что у них там была война на тот момент. Но надо сказать, что на самом деле и после этого еще, по крайней мере, 5 веков были попытки, очень серьезные попытки воссоединиться армянам с православной церковью. И даже были периоды, например, при императоре Ираклии был очень длительный период, когда они были в единстве с нами, в евхаристическом общении, они исповедовали наш символ веры, но потом, опять же, в силу политической обстановки они опять отклонялись. И последней попыткой, последним рывком со стороны православных к тому, чтобы объединить армян с нами, была попытка святителя Фотия Константинопольского в середине IX века, так как у самого Фотия были корни армянские, он болел душой за этот народ, то он был инициатором проведения собора на территории Армении. Был проведен собор с участием православных иерархов, и с армянской стороны тоже были епископы, митрополиты. И было подписано соглашение, и они вновь стали исповедовать православный символ веры. Но, опять же, это произошло, это задержалось очень ненадолго, потому что святитель Фотий почил, и его дело на этом закончилось. Поэтому с тех пор армяне до сих пор остаются монофизитами. Надо сказать, что сейчас, в наше время, есть многие люди, богословы, которые считают армян православными, в том числе митрополит Иларион Алфеев, известный богослов современный. Он говорит, что армяне исповедуют две природы во Христе. Но надо сказать, что это очень натянуто, потому что все-таки мы исповедуем две природы, божественную и человеческую, в одном лице Иисуса Христа, в одной ипостаси, Сына Божия. И святитель Григорий, конечно же, учил этому самому, и я думаю, это хороший повод в день памяти его помолиться о единстве христиан. Многие сейчас пугаются экуменизма, но есть экуменизм православный, экуменизм настоящий, когда мы объединяемся вокруг Христа. Не вокруг папы, не вокруг просто каких-то общих интересов, как протестанты нам предлагают, но вокруг Христа. И этот день памяти святителя Григория – это действительно хороший повод для того, чтобы помолиться о восстановлении единства христиан.